Единый государственный экзамен наступил для выпускников школ всей России. В этом году борьба со списыванием усилилась. О методах отслеживания шпаргалок расскажет Виктория Харитонова. В 8 утра все пункты проведения единого государственного экзамена готовы. Все наблюдатели и организаторы на местах проходят инструктаж. Буквально через час выпускники приступят к первому экзамену. Система контроля за экзаменом внушительная, начиная от видеонаблюдения, заканчивая специальными глушилками сотовой связи. Что касается содержательной части экзамена, то в этом году есть и нововведение. Так называемые КИМы распечатывают прямо в аудиториях, а также из ряда заданий исключили тестовую часть. Это касается истории, обществознания, географии и информатики. В нашем районе открыто 7 пунктов проведения единого государственного экзамена. Это в селе Янгра, поселке Хани, поселок Серебряный Бор, поселок Чульман и 3 ПП в городе Нерюнгри. Среди старшеклассников наблюдается небольшое волнение, но многие в своих силах уверены. Готовились весь год. Были консультации у нас в школе, проводились. И все. Ну, практически так. С 9 класса как подготовили нас, в принципе, больше не надо готовиться. Ну, волнение у меня как бы есть, оно всегда присутствует, когда идешь на экзамен. Дополнительно были консультации в школах, которые учителя нас подготавливали специально для сдачи этого экзамена. Узнать свои результаты участники могут на портале ЕГЭ и через личные кабинеты на сайтах региональных органов управления образованием. Система сертификатов, как в прошлые года, отменена. Поэтому выпускной и одновременно вступительный экзамен после проверки будет занесен в единую базу, которая доступна вузам. Чтобы предостеречь наших уважаемых родителей, наших выпускников, что те вузы, куда вы собираетесь поступать, не имеют, если доступа к федеральным базам по итоговому сочинению, к результатам итогового сочинения, к результатам ЕГЭ, то это вызывает сомнения о их лицензированности и аккредитации. Все государственные вузы имеют доступы. Самыми массовыми экзаменами основного этапа ЕГЭ станут обязательные предметы – русский язык и математика. Самый популярный предмет по выбору – обществознание. Его намерены сдавать 62% участников. Единый государственный экзамен в этом году напишут около 750 тысяч учеников. Виктория Харитонова, Дмитрий Горбов, НВК «Саха», Нерюнгри.